раз у исследователей Северного Кавказа, они получили от ингушей прямой и такой исчерпывающий ответ, по крайней мере, в публичном пространстве. Вот. Считают эксперты, мы, как уже говорили в самом начале, мы обсуждали про Северный Кавказ, что одной из главных проблем – это противостояние традиционного ислама и ислама нового, который называли салафитским, сунниты, то есть это ислам более, скажем так, политически чистый, без традиционных наслоений. Да? Вот. Это противостояние было. Да? Я бы даже углубил историю, что это противостояние не столько между двумя разными видами ислама, да, сколько противостояние между исламом и традиционным обществом, в котором есть при существующей исламской юрисдикции, которая интегрирована в это общество, есть коллективная ответственность, коллективная репутация, коллективная безопасность и коллективная собственность. Это совершенно другая, это вот эти две вещи противостоят. Да? Модернистский с точки зрения традиционного общества ислам, новый, и вот это традиционное, почти античное, да, если вспоминать города-полисы, вот это традиционное общество, да, у которого все коллективно, да, у которого, условно говоря, твой гражданский статус определяется твоим местом в фаланге. Вот эти две вещи, они противостояли на Северном Кавказе. И они были окрашены поколенчески. То есть молодежь – это больше салафиты, а старшее поколение больше традиционалисты. Так как бы, хотя из этих правил так много исключений, да, что иногда думаешь, а можно ли считать это правилом, да, но тем не менее. И вот это противостояние, оно было снято в речи, в самом начале митингов, в речи Ахмеда Барахоева, члена Совета Тейпов, старейшины ингушского, который поддержал протесты, который сказал, что салафиты – это его дети. Он извинился перед салафитами за то, что он их раньше, он сказал, даже ненавидел. Вот. Этот вопрос, и, конечно, как может исследователь или журналист, который 20 лет писал про этот конфликт, не воодушевиться этой речью? Да? Да, понятно. Да. Вот. Вторая история – это то, что есть еще целый ряд вещей, которые являются маркерами для условно московского наблюдателя, маркерами кавказского общества. Это уважение к старшим, то есть есть такой возрастная разница, да? То есть младший должен подчиняться старшему. Есть гендерная история. Женщина, она подчиняется мужчине. Я так очень грубо говорю, и имеет гораздо меньше возможностей политической, экономической, вообще публичной деятельности. Вот. В идеале вообще не имеет таких возможностей. В одном из идеалов. Вот. И тут получается, что в ингушском протесте молодежь, она вышла вперед, но оставила за собой стариков, которые ее поддерживали. Женщины участвовали в протесте, для них были выделена отдельная территория, их границы не нарушались, но женщины участвовали в протесте. То есть практически любой исследователь Северного Кавказа, занимающийся модернизацией, занимающийся поколениями, занимающийся конфликтом религиозным или занимающийся гендером, что особенно стало распространено в последние годы. И даже те, кто занимается, такая модная тема про Северный Кавказ, это полиюридизм, да, когда в одном обществе действует и шариат, и обычное право, и российские законы, и еще иногда Европейский суд по правам человека. Вот, это полиюридизм. То есть это как все, что хочешь, да, дал ингушский протест. Ответы на все вопросы и полиюридизм, как он есть, называется. Да? Когда у тебя обращение в Европейский суд по правам человека происходит одновременно с шариатскими судами. И с исключением тейпами из своего состава людей, которые не на той стороне оказались. То есть все, что хочешь, все есть. Вот, это, конечно, это такой, не знаю, прямо такой калейдоскоп мечтаний исследователя, который ингуши реализовали. Да. Вот, это ты говоришь про гражданское. Я все так долго говорю, извини, потому что мы говорим про гражданское общество. Да? Но все это очень сильно выглядело, да, как формирующиеся
гражданское общество. Но... То есть политическая страна. Да, но у гражданского общества не оказалось никакого собственного enforcement в данной ситуации. Ресурса, да. И все ресурсы, на которых дальше ехал протест, на которых как бы происходило все, что происходило дальше, это были ресурсы общества традиционного. Вот. И для меня вторая новость была, которая на самом деле не совсем новость, а это можно было предполагать, в принципе. То, что, как оказалось, религиозная составляющая тоже отошла на второй план. То есть enforcement обеспечивала система тейповая. Enforcement обеспечивала ингушское семейное родовое общество, вот это, да, традиционное. Да, это главная сила была, которая реально противостояла бюрократии. И поэтому я бы сказал так, что мы имели прекрасную метафору гражданского общества, но это была метафора. Это не было гражданское общество в том виде, в котором мы можем его строго понимать. Понятно, что... понятно, что нет, это не было гражданское общество в том виде. Но меня больше интересует, вот мы уже заговорили про ресурсы. Ресурсно на любое, самое небольшое мероприятие необходимый ресурс. А уж на такое серьезное дело, как формирование политической нации, ресурсы как политические, так и финансовые, так и экономические, культурные и так далее, они просто необходимы. Они у ингушского проекта есть? Ну, ингуши маленький народ на сегодня. Да? То есть можно говорить там о 500 000 людей, которые живут в республике, но и каких-то, не знаю, наверное, меньшем все-таки количестве, чем 500 000 ингушей, которые живут. Около миллиона, может быть, меньше миллиона.